Всем привет, ребята! Ну что, осень, золотая пора, деревья. Ребят, красота, погода сегодня очень классная, солнышко, тепло прям как-то стало по-свойски. Я у мангала, ребята, сегодня буду готовить вкусняшку. Нарубил уже печеночки, лучка, и сейчас на сковородочке приготовим вкусную закуску, вкусный ужин и посидим на улице. Неспроста, ребята. Наверное, уже вошел в традицию, что каждую осень приезжает Серега с Кирова. Недалеко как раз граница с Кировской областью. Мы граничим, Республика Коми с Кировской областью. И Серега уже, наверное, третий сезон, ребята, приезжает ко мне. И мы в тайге балдеем 3-4 дня. Была уже розетка по налиму. Воды нету, ребята. Но, в общем, все равно решили мы выдвигаться. Сегодня Серега, в общем, приехал пораньше. Сегодня занимались делами, целый день были в деревне, купили продуктов, приготовили снасти, ездили уже на речку, накачали у Сереги лодку, мотор поставили на ход. Короче, все готово. Короче, вот этот бандит, Сергей Витальевич, собственной персоной, посещает снова, короче, меня, ребята. Привет, всем привет. Ну вот, что у нас балдеж, вечерок, банька. В общем, как-то так, целый день ничего не делали, ну, я имею в виду, ничего не показывал. А вот на самом деле делов очень много сделали. И все готово, ребята, к завтрашнему. Печеночки сейчас со сметаночкой Серега сделали. Хотели шашлыки, ребят, сделать. Так, под вечер. Ну, что-то надо вечер. Вечер такой шикарный. Без дождя, солнышко. Думали мяска пожарить. Потом что-то уже хотели что-то аж до плова добраться. Короче, решили сделать все по-простому. 5 минут, 5 секунд и печеночку. Не знаю, как на любителя, конечно, но лично я и Серега уважают такие дела. Немножко заморожено, он как раз рубаю. О, сейчас нажарим, братцы. Ну а пока, ребята, печеночка рубается на ход ноги. Алена Сергеевна кабачков напекла. Свеколка, ребята, с чесночком, с майонезом. То, что доктор прописал. Так, еще надо нарезать, да, Серый? Вилочки. Ну, в общем, давай, друг мой, за приезд. Давай. Решили сегодня запалить мангальчик. На мангальчике с дымком. Серый повкуснее, согласись, чем на газу. Все, что на природе, в разы вкуснее. Да, конечно, конечно. Сегодня такая погода, ребят, смотрите, в деревне просто. Сейчас ходили до магазина сельского. Это потому, что Серега приехал. Да, листва такая. Прям уже все осыпается, ребят. Ну все, в общем, что я тут нарубал. Сейчас быстренько зажаримся. Лучок, печерочку. Красота будет. Что, полетели? Лучка немножко поджарили. О, печурочка, печеночка. Красота, ребята. В общем, перевернулся не весь шмурдяк. Уже достаем печку. Будем брать уже на выход печку первый раз. Ну все, ночь холодная, ребят. У нас были заморозки уже до нуля. Немножко червей там сегодня собрали с Серегой. Перебрал все закидушки, доночки перебрал, ребята. Все, приготовили топливо. Почистили там пару сеток. Поставим в озеро, там, если заплывем, конечно, на живца и, ну, и так на подножный корм. Потому что розетка показала, что налим, ребята, особо не шевелится. Свеженькой рыбки охота покушать. Ну, в общем, здесь все готово, ребят. Завтра здесь все будем доставать. Пока все вот так в таком режиме. Я все тут раскидал. Что кверху, поближе к выходу. Печеночку, ребята, готовим просто. Много лука. Луком не испортишь. Обязательно подсолим.
Вот так вот. И перчика еще добавим. Ну, в основном самый ингредиент, ребята, это сметанка. Кстати, смотри, сметанка ваша, вятушка. Да. Все, ребята, самое главное, это сметана делает все из печенки, самое вкусное. Короче, нажарили целую сковородку без гарнира. Будем, как говорится, икру кушать без масла и без хлеба. Убрали, ребят, урожай, кстати. Картошка в этом году неплохая. Вот, уже на завтра приготовили морковку. Возьмем картошку, лук свой. Ну, по осени хорошо, конечно, все свое везем в тайгу, как бы, и картошка, второй хлеб. Будем жарить там, варить, отваривать. В общем, купили хлеб, конечно, там самое необходимое, там, ну, колбаски, там, естественно, на зуб. А так, все свое. Кабачок возьмем, лучок, нормально. Новенькую, Серега, откроем. Изрядно поперчим. Вот это что, это букет перцев, да? О, хорошо. Сейчас она еще в сметанке побурлит. И будет великолепно. Полную баночку. Опа. Прям с банкой, короче. Ну да. Полную банку прям с банкой, короче. Вот так вот. Отлично. О, ребята, красота. Очень уважаю такую штуку. В принципе, сейчас 5 минут и все готово. Все, Виталич, готово? Оба! Степа! Красота! Лепота! Ну вот, друзья, что, вот вечер. Сегодня что-то промаялись, да, Серый? Все нормально, все. Время быстро пролетело. Но я и говорю, ребят, что сгоняли, говорю, вот уже приготовили у Серегину лодку. Кстати, он, зараза, взял мотор новый. В прошлом году лодку новый взял, в этом году взял мотор. Ну, не успел забрать, да? Не успел забрать. То, что его доставка задержалась. Да, и как бы, наверное, с одной стороны и хорошо, все равно мотор надо обкатать, а тут подъемы, блин. Мне кажется, лучше потом он, Серега, спокойно у себя дома обкатает. Не знаю, в этом году... Ну, я думаю, что в этом году еще. Да, еще как бы вот. Он и старую лодку взял, короче. В общем, как-то так. Ну, все уже готово, ребят. Баркасы готовы, заправили. Завтра просто подлетаем, с утра грузимся и вперед. Подъем будет опять тяжелый. Ну, посмотрим. Вода за это время она не прибыла, она еще и упала. Сейчас были на понтоне, как бы на мосту. Местные рыбачки говорят, Андрюха еще упала. Это вообще жесть. В общем, чем богаты, тем и рады. Кабачки в этом году они вот здесь. Ну, короче, сделали горячие, ребят, себе. Посидим сейчас, Серега, пообщаемся. Че, поговорим туда-сюда, что. Серега кучу подарков опять привез. Вон, ребят, потом сделаем распаковочку, обзорчик. Ну, естественно, Сереге, конечно, я тоже приготовил подарок. Это у нас как бы этот уже заведено, как бы. Просто. Серега смотрел, что у меня плитка. Свой между собойчик. Да. Серега смотрел, что у меня плитка уже, ребят, заживает. Видели, она уже у меня вся сгнила. Но она у меня с переходником под 5-литровый бак. Не просто вот на этих маленьких.
И, кстати, многие писали: Андрюха, как ты переделал? Это, не, ребят, не переделано, это покупная. Она Это заводское изготовление. И Серега, в общем, взял. Сейчас как раз сделаем обзорчики. Кто-то спрашивал, я знаю, многие писали. Вот как раз посмотрите. Бюджетный, в общем, вариант, не особо дорогая, как бы. С переходником именно на большой бак, баллон. На большой баллон. Вот мы завтра, кстати, будем брать с собой. Потому что будем готовить, будем балдеть в лесу. Холодно, голодно, надо готовить. Будем готовить. И чтобы эти маленькие не использовать, помимо костра, вот будет у нас помогающий 5-литровый. Все заряжено, вроде все классно. Да, и завтра еще увидите плитку Гефест. Маленькая. Короче, все в плитках будем завтра, да? Ну, я взял маленькую плитку Гефест. И, как говорится, бюджетная, там что-то она, по-моему, стоит 900 рублей или что ли. Но газ можно экономить, во-первых, там капитально. Понял. Ну все, давай, друг мой. Ну и же, как говорится, горит хорошо. Давай. За тебя? И за тебя. Давай. За хорошими разговорами, ребята, и уже и потемнело. Время всего лишь 6:30, а уже все. На улице, ребята. Ночь. Ночь, свет выключили. Вот и в тайге также, ребята, даже намного раньше там будет темнеть. Ну, потому что здесь все-таки поселок, а там в лесу намного темнее. Балдеем, ребята. Алена Сергеевна картошечку вынесла, нам еще сидим. Хочу показать Серегины подарки. Привез Серый подарки. И также вручить Сереге подарок. У меня есть уже Сереге подарок. Это обязательно сделаем сегодня. Потому что, ну, так получилось, что сегодня мы немножко застолье у нас небольшое. Да, друзья, все. И, блин, туча какая-то идет. Туча, блин, вроде как дождевая, наверное, будет. Кстати, по прогнозу, как и обещала, там будет у нас каждый день дождь. Каждый день дождь будет. Где-то там что-то там, ну, плюс-минус, короче, будет кропалить. Да, понятное дело, то, что, ну, конечно, желательно без дождя, но будем надеяться, что как бы обойдет нас как-то. У природы нет плохой погоды. Да, верно. Ну, будем на палатке, все-таки печка, как бы, ну, если даже где-то промокнем, где-то будем работать, там где-то там будем, где-то на лодке или еще что-то где-то. Ну, высушиться-то высушимся. Как бы, ну, будет тепло все равно ночью. Ночью все равно разденемся, ляжем в теплую постелечку. Да, теплая спальничка. Да, теплые спальнички у нас, печурка будет топиться, как бы, ну, в любом случае будет нормально. Насчет этого-то мы точно не переживаем. В общем, ребят, давайте немножко этот обзорчика сделаю. Серию привез вот плиточку, и вот, именно ее я хочу показать. Прошу прощения, что как-то вот в такой обстановке, но мы же люди как бы простые, правильно? Вот, кстати, спрашивали: Андрюха, что за у тебя горелка, плитка и так далее и тому подобное. Вот, ребят, кстати, новая плитка, вот только распаковываем. Чингисхан. Это не реклама, но многие спрашивают, как ты переделал именно на большой баллон. Ничего не надо, да, Серый, переделывать? Да. Все уже сделано. Все уже сделано. Заводом-производителем. Вот, ребята, получаются документы. Ну, естественно, там как бы плюс-минус. В общем, вот, самое-то основное, ребят, что я хочу показать. Но она ничем не отличается. Опять же, черная. Я люблю, я знаю, что есть синие, белые. Черная как-то не более маркая. Переворачиваем ступень. Вот уже сразу идет подставка под плиту и так далее. Ну, я имею в виду под сковородочку. Вот, ребята, вот этот редуктор. Вот, видите, крышку закрываем. Вот здесь уже переходник под шланг. В некоторых этого нету. Он идет просто вот без этого редуктора. Сам редуктор, вот это основная тема, наверное, этой плиты. Больше тут ничего не нужно. Вот, и сюда мы шланг. В данный момент у меня, ребята, идет по резьбе, вкручивается шланг. Я уже все это сделал. И у меня, в общем, а здесь просто шланг можно натянуть, получается, сюда и повесить хомуток, затянуть. Возможно, это не всегда будет удобно, но, опять же, Серый, дай, пожалуйста, баллон. Проверим ее. Проверим ее на маленьком баллоне. То бишь она у нас же получается как и универсальная. Вот, включаем баллон. Все, газ пошел. Автоподжиг. И также мы можем уменьшить газ. Все, ребята, все работает. Газ пошел. Все. Шикарно, Серый, работает.
Все, ребята, как бы, опять же, стегиваем. Вот. Ну, самое главное здесь, да, вот это, конечно, Серега в этот момент учел. Спасибо, родной. Она, правда, без кейса, ребята, смотрите. Моя уже идет в кейсе, как бы в таком чемодане пластмассовом, чтобы ее перевозить как-то. Ну, здесь коробка. Здесь коробка, да. Ну, мы что-нибудь придумаем по-любому. Или на крайняк будем брать от той плитки. Мне кажется, они все стандартные, как бы, ну, ничем там меньше, больше там не будет по-любому. В общем, вот, ребята, Серега, короче, обновил мою тему. Я уже тоже думал, блин, надо, говорю, менять, потому что, не знаю, кто видел мою плитку, там, ребята, она уже вся такая еле живая. Завтра, кстати, я ее покажу. Так, Серый, от души, спасибо, брат, огромное. Пользуйся. Спасибо, братик. Это реально, блин, для меня, блин, ну, не знаю, готовим очень много, любим готовить. Тем более с переходником, блин, ребят, ну это круто, это круто. В общем, вот, кто спрашивал, ребята, вот, смотрите, все как бы вот, не надо никуда там придумывать, искать. Это есть, продается, и как бы вот, пожалуйста. И это независимо, Серый, согласись, как бы 5-литровый, ты также большой баллон можешь поставить. Да, можешь 12 литров, Да. 25, 50 литров. Конечно, конечно. И жить на избе, на зимовье, как бы, и этот. Серый, продолжаем. Горелочку Серегу подогнал. Блин, это же фирма, да? Да. Тоже Чингисхан. Спасибо, Серый, блин. Ну, реально, почему-то у меня летит именно пьезо. Щелк, 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 все классно, щелк, щелк. И все, и потом просто не щелкает. Но они, конечно, работают, когда идешь напор газа, даешь, как бы зажигалочку поднес, пошла жара. Но просто пьезо как будто слабовато, не знаю. У меня уже сколько этих горелок, блин, полетело. Какую-то сожгли, какую-то потерял, там где-то что-то еще. Это пьезо замкнуло там. Что-то еще. Вот этот язычок ломался. Здесь болт открутился когда-то, помню, было. Это вообще выпало, блин. Короче, такого же, ребята, Макара, тоже Чингисхан, как бы. Что, откроем, посмотрим? Давай откроем, посмотрим. Тут же где-то по-любому где-то есть, как открыть лучше. Серый, не знаешь? Просто края обрезал и все. Да. Типа того. Ну, такая. Серый, дай баллончик. Проведаем. Ну, они, в принципе, одного Макара, ребят, видели, да, наверное, сами. Все то же самое, вкручиваться. Где-то я видел, даже такая ручка пластмассовая есть. Ох ты. Угу. Ништяк. Кстати, вот это серого баллона, он заправляет их сам, да, Серый? Да. Вот, ребята, еще одно решение. Есть редуктор, точнее переходничок. Вот там пропан. Простой пропан, Серый не выкидывает баллоны и заправляет их сам. Кстати, тоже хочу это все приобрести. Ну, просто реально накачал себе, да, вдоволь. И все. Все шикарно работает, ребята. Отлично, Серый. Спасибо, брат. Короче, Серега мне на осень подбагрил. Ну и Серый там какую-то еще пилу, короче, придогнал. У меня, кстати, помните, ребята, следопыта была такая штука. Я там парням отдал. Они там застряли на УАЗике, дорогу протаскивали. И без пилы, без ничего, там, смотрю, там ножом что-то ветки рубят. Я говорю, на, ребята, я мимо прохожу, пилу им отдал, короче, им, говорю, подарок. Вот такая садовая. Опа. Вот такая штука, ребята. Реально можно покосить много чего. Крутые вещи. Для походника вообще вот так. Да и в рюкзачке, знаете, так бывает. Опа, нужно. Вот на сплаве идешь, как бы, зачем заводить там штиль какой-то, да, Серега? Достал, ветку пропилил, там убрал. Все, плывешь дальше. Ну, в рюкзачке почему бы нет? Круто. Тут, кстати, можно подвесить такую же веревочку на руку, там еще что-то. А так вот так фиксируется. Раз, и все жестко уже. Ну и такой клинок, я скажу, тоже сантиметров 25, наверное, блин.
Можно разогнаться ей. Да, кстати, пилит, ребят, круто. Я уже, ну, пилил такими пилами. Вроде как будто, знаете, так смешно выглядит, а пилит, я скажу, вообще. Тем более сырое дерево вообще на раз пилит. Убрал, сложил. Ну, она вот, в принципе, как бы, ну, не какая-то там туристическая, она вот садовая пила, так и называется. Ну, а чем она отличается садовая туристическая? Ну да, ничем. Просто только, Что ты ее создал, что ты ее... только названием, наверное, да. Так что вот, ребят, серый подарочек замутил. Спасибо, братик, от души. Как обычно, Серега. А, самое главное, это что не показал, ребят. Серега приехал не с простыми руками еще, вот. Это наша первая встреча. Серега приезжал не один, а приезжал с человеком. Он, кстати, есть на канале. И вот он сделал 2 самоделочки. Сам делает ножи, да, Серега? Мне и Ларисе Юрьевне, в общем, ребят, вот такой клиночек. Вот я сегодня ими готовил, кстати. Я ножи очень люблю. И эта вот самоделочка, ребята, блин, ну, гораздо, наверное, дороже, чем какой-то там хороший заводской нож. Ничего не могу сказать, сталь. Серега, может, ты что-то сам скажешь? Не помнишь, Мне передали этот ножик и сказали вручить Ларисе Юрьевне и Андрею. Ну, рукоятку ты точно знаешь, что это из этого. Рукоятка сделана из сювеля. Сювеля, да? Ну, сталь, ребята, блин, ну круто, что, я не знаю. Правда, без ножен. Ножны сделаем, без проблем. Блин, будет, конечно, в коллекции моей. Вот такой, ребят, самодельный нож. Блин, и такие вещи я вообще уважаю. Очень, очень круто. Сами знаете, я маньяк по ножам. Блин, это моя болезнь в последнее время. Вообще, я не знаю, люблю очень. Люблю больше трогать. Жалко где-то что-то там порубить им, блин. Просто, чтобы... Коллекция у меня уже, ребят, очень большая на самом деле. Но я тоже очень много дарю ножей. Очень много дарю ножей. Вот Андрюха с Питера приезжал, там многие писали, а что нож не подарил? Я подарил, ребята, ему нож. Просто без камеры. Как бы не показывал это, ну, просто человеку подарил. И, кстати, сегодня, Серега, я тебе сделаю подарок именно ножа. Сейчас мы это все увидим. Он просто новый, а он еще запечатанный, так что тебе тоже там подарочек от меня. Ну, сам знаешь, это же нож, это память. Это горелка, да, может быть, это вот, допустим, там вылетит это, как мы говорили, это там сломается, как бы, ну, выбросил, как бы. А нож, когда человек берет в руки, что-то будет нарезать, я всегда буду вспоминать этого человека. Любую колбаску там или там ветку постругать. Один там на охоте, на рыбалке. И всегда будешь вспоминать, ага, сейчас в руках держу того человека. Нож, который мне подарил. Не только заводской, тем более он еще его и сделал сам лично. Это очень, конечно, достойно. Это очень достойно. Ну, а за подарочки, ребят, грех не выпить. Мы сегодня так, лайтово. Ну, конечно, без хулиганства, там, без всякого этого, потихонечку, помаленечку, как бы, ну, потому что завтра ранний подъем, тяжелая дорога. Ну, уже хорошо, что Серега доехал, уже все нормально, все, мы уже поставили лодку и как бы уже, ну, немножко себя разгрузили. Мы сегодня можем себе позволить, на самом деле. Да и что, когда не каждый день, как бы, Серега, сидим, вот раз в сезон, получается, зимой и летом. Ну, как бы Два раза. Да, осенью и весной. Ну, правда, через Новый год, согласись. Ну, то бишь ты осенью, считай, приехал, допустим, в 22-м. Ну. А приезжаешь весной уже 23. в 23-м. Ну, то бишь, как будто бы сезон одинаковый, но уже через год. Тут уже и с днем рождения, и Так с Новым годом. это, знаешь, получается, ты 31 декабря поел салат, а на следующий день у тебя прошлогодний. Ну да. Это точно, да. Ну да, типа того. Ладно, брат, давай, спасибо. Спасибо, уважил. Достойные подарки, реально, ну, в тему, которые они мне пригодятся, и реально я буду их использовать 100%. Это спасибо. Ну, за общее, прям за общее. Спасибо, Серега. В душе. Ну, я тем не менее, ребята, хочу продолжить это дело подарков. Многие знают, что я пользуюсь ножами от Русберга. Блин, ребята молодцы. В общем, недавно пришел такой пакетик. Серый, подарок тебе. Сейчас вот. Я его, конечно, скрывал. Базара ноль. Я скрывал, я посмотрел. Потому что сам знаешь, как что работает. Вот пакет, ребята. Вот, ну, как бы вот у ребят от мастерской кузни.
В общем, ну, также все запечатано, естественно. Но, ребята, есть мастерская Русберговская, есть, соответственно, ихняя продукция, ну, от ихней продукции есть европейская, ну, европейская получается. Те же ножи, допустим, вот это Ганза, американские, Ну, да, аналоги. да, они также их продают, как бы, и, в общем, сегодня у нас такая выкидушка тебе, получается. Вот она пришла в коробочке. Это Ганза. Ну, не знают эту штуку. Опа! Ну, естественно, эти таблетки. В общем, вот. Ну, есть паспорт, все документы, как бы. Угу. В общем, ребят, такой складничок. В таком, братик, исполнении, смотри. Да. Что под японца сделано? Да. Что-то, короче, что-то интересно. Вот такая выкидуха. Здесь складывается. Вот так. Да, и здесь такое исполнение, но я не знаю, из чего это сделано, конечно. Вот паутина, пауки. В красной рукоятке было синий и в красной. В общем, думал, взял в красный, короче. Прикольно, как бы, ну, острие такое, ну, не знаю, специально такое так сделано. Я говорю, под Японию сделано, под японцев. Да. В общем, ну, вот как-то так, ребята. Кстати, не очень дорогие. И, ну, Ганза, ребята, я не знаю, многие знают, кто ножами увлекается. Ганза очень хороший, вообще хорошие, в принципе, ножи. Сталь у нас, ребята, вон здесь даже есть. Q626 440. Не знаю, нержавейка, но, скорее всего, нет, но... Не знаю, да пускай просто в кармане, Серега, вот так, знаешь. Закинул там, да, по грибочке туда-сюда. Вот такую выкидуху, ребят, хочу серому подарить. Осталось штук 50, наверное, синий и красный. Стоит не очень дорого. И опять же по промокоду Дрюня, ребят, 10% скидочка на ножи у ребят. Помимо, говорю, вот основного ихней продукции, вот у них еще есть всякого вот такого разного. Так что, Серый, держи, братик. Тебе отдаю в руки. Будешь вспоминать по грибочке, по все эти дела. Ну, будет у тебя фирма какая-нибудь. Есть ручная работа, есть фирмачи, которые знают многие уже люди. И пускай у тебя тоже игрушка такая валяется. Положишь в бардачок, в сумочку, вообще куда-нибудь в оконцове. Вот, все есть, все документы есть. Ну, то бишь, как бы, ну... Ну, так, давай разбираться. Вот. Нагнул туда, нажал. Да. А это вот пальцем. Угу. Кстати, одной рукой можно взвести, понял, нож. Вот. Да, туда. Это без очков-то не это. Нет. В бок, Серега, нажимать надо. В бок. Вниз давлю. Да, вниз, не, в бок нажми. В ту сторону, в ту. Во. И одним пальцем попробуй взвести его. Жестче. Во. Ну все. Все. Ну разберешься, в общем. Пожалуйста. Благодарствую. Все, выбирайте. Ну все. В общем, ребята, как и сказал, штук 50 осталось. Синий и красный. В общем, залетайте. 10% по промокоду забирайте. Недорогие ножики. Ну, качественные, базара ноль, естественно. Потому что фирма делает вещи, как говорится. Доброе утро, ребята. Как же хорошо в деревню выйти на улицу и умыться холодной водой. На улице 9 градусов. Ну, в принципе, нормально. 6 утра, слышно моторы. Сейчас пошла мода, ребят, вот эти мотоблоки.
в деревнях. Ну, не тема такая незаменимая. Огороды, что-то по по делам. И сейчас смотрю, многие стали ездить на рыбалку на нем за грибами. И вот слышно, мотоблоки идут в лес. Ну, у нас грибы, ребят, растут. Вот, слышите, если слышно на камеру, то звуки моторов именно в ту сторону, это по-любому за грибами. В общем, 6 утра, ребята, завтракаем, собираемся и вперед на воду. Тяжелый подъем, по-любому тяжелый, так что как-то надо постараться дойти без происшествий. Все, в общем, ребят, увидимся. Ну, в общем, ребята, вот как-то так. Разница, конечно, колоссальная, да? Смотрите, и по баллонам, и по длине, и по ширине. Да. Ну, в общем, стаскиваю, ребят, вещи потихоньку. Вот замучаемся мы идти, наверное. Ужас. Не знаю, лишь бы Серега за мной полз, и без проблем как бы было все. Ну что, начнем? Давай ГСМ тогда. ГСМ и газ. Сюда уберу. Под этот. Да, я туда кинул. Все, ребята, загрузились. У меня полная лодка, ну, самая тяжелая. Серегу так полегче. Самая тяжелая у меня, короче. С Богом. Погнали, прощаемся с поселком. На дня 3-4 уходим в тайгу, поживем, попробуем порыбалить на лима. Лодка полная, ребята, жесть. Все, с Богом.
Вода еще сильнее упала. Короче, начинаем протяжку. Серега там вообще врухнулся. Я говорю, глиссером, Серый, только глиссером. Надо пролетать, иначе не пройдешь. Большое течение, ребята, и здесь надо, ну, прям какое-то мастерство небольшое. Где-то на водометный режим, где-то хопа выскочил, сразу протащил. Где-то мотор опять убавил, ну, положил, короче, блин, вот так. Потому что течение, пока будешь слазить с лодки, тебя опять на перекат утащит. Где-то вдоль бережка, короче, ну вот так. Тут надо бегать, ребята. Все, ребята, добрались мы до заветной точки. Здесь уже я был, посмотрел, разведка была у меня, 2 сопливых я поймал. И сейчас подумались, там от поселка тоже мужичок налимятник ставит продольники. Пока, говорит, Андрюха молчит, налим. Ну, поживем, увидим. У нас 3 ночи впереди. Будем отдыхать, рыбачить, пробовать. Серега относительно хочет спиннингом заниматься. Я говорю, окунь в яме стоит, говорю, джигой рыбачь. Ну а я своими доночками буду, ребят. Здесь же и поставим палатку, где и стояла, в красивом месте, с видом на реку. В общем, все, ребят, долетели. Перекаты немножко помучили нас, но мы дошли. Это хорошо. Надо куда-то отдельно от костра подальше. Куда-нибудь вот куски сюда поставить. Я тоже смотрю за кустик. Тут у нас Тоже ГСМ. тоже ГСМ, пила. Пока куда-нибудь сюда. Куда-нибудь туда. Давай. И как бы напевал. Тра-ля-ля. Полез сюда, снизу. Выше не будем поравнять, подъем. Вот я здесь туда. Давай, подъем.
надо было это, да? Сначала ничего не поставить, чтобы не улетело. Да не, вон эти углы можно завязать. Не, она так вручную откручивается. О! Вот он, батончик. Давай, Сергей Витальевич, Давай, Андрей Викторович. за приезд. Точно. Залетели. За него самое. Нет, тут ты хорошо. Так, друзья, ну что, потихоньку располагаемся. Это наш дом на 3 дня. Подняли палатку, печку уже. Сейчас все это сделаем. Сразу приготовим лагерь, потому что время нормально. 11 часов. Сейчас перекусим, пообедаем. В общем, и какие планы на сегодня, ребята? Сегодня заготовить дров сразу по максимуму. Хорошо, они здесь рядышком. Поставим дом, печечку, все приготовим на вечер. В общем, надо поставить пару сеточек небольших. Если в озеро заплывем, на живца что-нибудь может поймаем. И, ну и так там 45-ку взяли одну небольшую, там 20 метров. Может какая-нибудь рыбешка так на подножный корм, так скажем. Ну вот что, как-то вот так, ребят, красота, смотрите. Золотая осень. Правда, ветрено сегодня. Посмотрим, как 3 дня будет погода. Ну а так все вроде шикарно. Всё, столик установили. Немножко разгребаем вещи. Сегодня взяли баллон у Сереги. У меня закончился 5-литровый, ребята. Так что Серега привез свой. И нормально. Поменяли шланг, ключ брали с собой. Ох, гороховые кашки, ребята, музыкальные. Сейчас разогреем. Сейчас, надо пригреть сюда уже, нет? А слушай, давай. Что нам мелочиться? Что тут одна баночка детская. А потом вечером что-нибудь приготовим серьезное. У нас корячок, ребят. Кашку гороховую из гречневого сделали. Ну-ка. Сейчас пообедаем. Отлично отобедали. Так, перекусили. Ладно, что, погоним сразу, наверное, попробуем заплыть в озеро. Закинем сеточку. Потом приедем, палатку поставим, дров напилим. Ну, короче, так, ребята. Сегодня день заезда, он такой. Ну, естественно, вечером это рыбалка по налиму. Банка червей есть у нас. Ну, прошлая разведка показала то, что много мелочи еще клюет. И надо миножку. Ну, у нас, ребят, есть миножник с собой. Заезжали в деревню, взяли миножник. Вот. Не знаю, но это, наверное, на завтра. Сегодня на черве постоим. А завтра утром проснемся. Серега может там джиговать поедет.
копанем миножек и уже поставим на миногу. Там уже все. Забросил, уже не переживаешь, что там. Мелочь, не мелочь. Если зазвенело, значит уже забрались мы в озерко. Палочки тут уже стоят. Так что привяжемся к старым палочкам и нормально будет. Да, вот так потихоньку, Серый. Лучше потихоньку. Сеть, кстати, тоже должна не натянута быть, по сути. Должна такая слабенькая быть. Тогда, говорит, рыба лучше идет. Ну все. Отлично. Дом, милый дом. Красота. У нас-то Серега, ребята, мастер еще. Смотрите, вертушечки делает. О, какие. Это Серега сам делает. Вот такие вертушки. Разные. Привез. Вон такие маленькие. Харюзовые, Серый. Отличные. Харюзки. Вот на харюзы в самый раз, блин. Четко. Молодец. Молодец. Растягивай. Первый раз в этом году печку. Все, начинаем отопительный сезон. Ага. Да, Серега? Точно. Давайте, обруби. Перчатку надо было одеть. Начинаем отопительный сезон. В прошлом году резали, да, выросло.
Красота. Палик не поднял ковриком? Нет. За ножом ходил. Все, ребята, хижина готова. Нормально. Так, крутили, здесь кочки такие, неудобно. В общем, сделали опять же также выход на реку. Ну все, печку уже установили. Так, занесли коврики. Тут столик у нас будет маленький. Нормально, отлично. Че? Краска еще. У меня-то уже все. Ну, так у тебя уже сколько уже? О, видишь, сразу пошел. Пошла жара. Да не мельчи, пополам не хорош. О, сюда больше. Дрова-то есть там? Да. Просто поют. Поют. А как пахнет, чувствуешь? Ага. О, ну как. Что там у тебя, серый? О, вот тебе чайник подвесим. Ага, молодец. Все. Правильное решение. Вот смотри, вот эти два на крючок, а сюда ручку. Все, я вот. Делай вещи. Опа. Ну все, ребята, порядок. Вот теперь по хозяйству порядок. Да, Сергей Витальевич? Ага, ну да. Теперь уже можно спокойно ждать ночь, не переживая. У нас дождь, кстати, замокрил, друзья. Дождик. Ну и красота. Все. Ночи теплые вроде, там что-то 7-8. Может 5-6. Порядок. Разбили дров на костер, ну так пополам, чтобы меньше горели. Ну и на палатку тоже заготовили. Все шикарно. То бишь у нас основные дела на сегодня сделаны. Сейчас потихоньку буду готовить доночки, разматывать по берегу. А уже ближе к сумеркам начнем забрасывать. Как-то оно так, братцы. Сейчас что-нибудь перекусим. Кстати, забыл, там же Алена Сергеевна нам вкусняшку в контейнер положила. Приедете, говорит, пока некогда будет. Приготовите, согреете. А мы что-то тушенку разогревали. Ладно, сейчас перекусим. И Серега там джик будет перебирать что-то.
Может, вечером поджигуют. А я доночками займусь. Я за доночки, ребят, топлю. По-любому. Сегодня взял ведро, ребята. И здесь у нас мясо, овощи, картошка, лук. Вон, Алена Сергеевна же нам сделала картошечку, ребята. Вчера на ужин. Пока собирались. А потом говорит, забирайте с собой ее. Столько ос. Вообще жесть. Ребята. С курицей. Сейчас как разогреем. Нормально. Сергей Витальевич. Благодарю. Телевизор, С Сашкой Козыковым. Как он? Шла как-то на фе, по-моему. Веселая. Короче, давно это было. Подхожу, у него на катере стоит аппарат на такой, когда на экран. Я говорю, о, сколько вот такой аппарат стоит? Это Саня сказал, 300 штук или что-либо. Это прикинь, да, вот катер зарядить, да? Это там мотор, допустим, там повесить, полтинник или 70. Короче, 80-ка. ляма 2, короче, надо. Вот так. Может, и больше. Ребят, ну что, начнем немножко приготовочку. Червячки, доночки. Червячки, доночки. Покушали картохи. Дождь, ребята, у нас моросит, блин. Ё-моё. В прошлый раз, ребята, у меня тут оставали с палочки. Опа. С них же и начнем. Как я и сказал, сегодня на червя, ребята, завтра попробуем миножик ковырнуть. Попробуем миножик ковырнуть. Раскидаюсь. Опять надо с вечера окунь, наверное, будет хулиганить. Посмотрим. Опа. Налим Никодим, ребята. Будем ждать, смотреть. Ну, по всем понятиям от местных и вообще соцсети как бы молчат, что налим еще не берет. Налимяха еще не берет. Но я знаю, что, ребята, сегодня, завтра, послезавтра, через неделю он начнет брать. Он все равно, зараза, начнет. Тут у меня доночка с одним поводочком. Так, без фанатизма пока. Червей поэкономлю. Потому что, может, завтра и не найдем минок. Ну, вода хотя нормальная. Небольшая. Найдем. Есть контакт.
Вчера, ребят, кстати, перед рыбалкой перебрал все донки. Вечерком сидели с Серегой, когда все готово. Люблю, когда поводочки все нормально, не путаются. Новые крючочки. Потому что одна поклевка может решить, ребята, рыбалку. И надо уверен быть в каждом поводке. Он бывает... Тут смотришь, этот хороший поводок, а этот такой что-то крючок туповатенький. Должно быть вот так. И тогда уже знаешь, что... А вдруг какая-нибудь рыбка хорошая. Вот прошлую разведку у меня же была поклевка четкая. Исход, к сожалению. Вот и неохота, чтобы такого было. Стараешься, чтобы было все огонь. Ну все, ребята, заканчиваю расставляться. Дождь, блин, зарядил, ё-моё. Хотели побалдеть сегодня вечерок, ночку у костра. Блин, даст, не даст, а? Злодей. Ну, обещали дождь, да, вопросов нету. Дождь обещали. Так что тут как бы жаловаться нечего. Есть у нас дождевики. И все есть. Так что, если что, в палатке будем сидеть, также будем ходить, перезабрасывать. Далеко кидать не буду. В прошлый раз что-то далеко кидал. Сейчас посмотрим чуть поближе. Воды нету. Зашли, ребята, в озеро. Вот 30-очка наша. Ну тут возле травы вон окуня гуляет. Несмотря на дождь, решили все-таки выехать, проверить. Ну, 2 сетки, ребята, 2 рыбки. В общем, нормально. Ну, одну Серега упустил у нас, окунька. Окушки, ребята, ну такие хорошие. Хорошие окуня. Специально ведро взяли, чтобы мало ли живец мелкий. Да, что, куда? Да вон сюда куда-нибудь, рядышком. Ну, в садок, ребят, что, в общем. Начало есть, как говорится, нечестно, базара ноль, но осень. Вот это садок у Сережи серьезный. Давай, запускай аквариум. Блин, щелкнуло. Вот это попали, ребята. Зарядил капитально вообще. Короче, перетаскали быстро вещи. Ну, продукты там, что такое самое необходимое, что самое серьезное. Нормально, вроде успели. Все. Нахрен. Закрываемся. Все, зарядил. Хорошо, дрова сухие, все занесли сразу. Нормально. Самое главное, что вот успели. Сейчас будут этим заниматься делами, правильно, Серый? Ну да. Вот тебе то и говорю, давай лучше сначала все сделаем. Ну, потому что это осень. Осень, детка, блин. Так и есть. Блин, нужно спалить. Загнала, ребят, непогода нас в палатку. В общем, плиту мы не стали ту поднимать. Достану подарочек. Будем готовить на ней. Опа.
Да, вот это погодка, ребята. Погодка страшная, конечно, встретила нас, блин. Что-то все потихоньку, потом как дало, блин. Ага, спасибо, Сергей Витальевич. Ну, сейчас вот сковородочку установим. Нарежем колбаску. Яишенку пожарим с помидорчиками, ребят, со своими. Ну. Сейчас решим вопрос. Газ у нас помимо портативного у нас газа много. Так что нормально. Достали еще лучок, ребята. В ведре был, блин. Пришлось все загасить. Все это дело. Короче, сейчас басяву сделаем. Настоящую. Как должно быть. По-пацански. О, басявая будет. Сергей Витальевич. Да, Андрей Викторович, Это- я думаю, что все будет в лучшем виде. Самая настоящая. Дядька у меня любил такую яичницу с этой. Ну да. Сегодня, ребята, вот как-то так. Нас ночь достала. А планы были совсем другие, конечно. Короче, ну сейчас местами что-то он утихает, да, Серега? Потом опять волна такая. Ну, короче, на всю ночь. Вообще. Чайник у нас на плите. Сейчас зарядим термосы. Термоса 2 зарядим. Покушаем. Яички так, что у нас коряк. Блин, ну тут надо мыть картошку, там что-то туда-сюда, суп что-то. Решили, короче, так. Короче, завтрак у нас, в общем. Это плановый это завтрак. Поздний завтрак. Да. Ну ничего, сейчас покушаем. Выйдем на улицу, посмотрим обстановку. Время-то на самом деле, ребята, еще детское. Если быть точно, 7 часов ровно. Да, а на улице темень. 7 ровно, а на улице, ребята, вообще кошмар. Пойдем перезайдем. Конечно, Серега будет помогать. Давай, да, Серега? Прокидаем. Ну, потом часиков 9 спустимся, потом часиков 10, вот так. Насколько хватит вообще нашего сегодняшнего настроения, так скажем. А завтра... Все зависит было от того, если вот будет сейчас, допустим, выходы. Ну это да, это понятно. Если сейчас пройдемся по-любому-то ничего не будет. Потом ближе к 9 вот посмотрим, если будут реально попадаться налимчики. Может какие-то. Ну ждем выхода, ребят, потому что ну, на деревне не клюет налим пока. Я все курсирую, я же налимятник, ребята. Я все там, кто на связи. Выше, ниже по течению. Пока тихо. Такие шнурки пару попадались, ну как и у меня. Так что этот. А завтра у нас что? Ну, планово. Завтра вот день будет как раз посвящен вот именно рыбалке. Минога, джигу. Короче, посмотрим. Не знаю, что. Будем загадывать, потому что мало ли может дождь, да, серый будет идти. Что, куда там, какой джиг, блядь. Ну, можно полчаса там, конечно, посидеть там в дождевике, ну и все. Потому что дождь, ребята, реально, ну вот, он сквозной. Он вроде мелкий, но сквозной еще, порывистый, блин. Ну, вроде что-то немножко, а уже все сырые, блин.
Даже дождевики как бы этот вовремя не одели, а уже все сразу прострелено. Ладно, Серега рубает, смотри, не ждет меня. Да. Андрюха, ты рассказывал пока байки. Пока байки, короче, травлю. Ну, в общем, все, ребят, что, приятного аппетита. Кто за столом, сейчас кто ужинает с нами. Мы поищем. Что, Серый, нормал? Лук попозже немножко достали. Надо лук изначально доставать, ну, жарить. Лук, потом помидоры, потом колбаса, потом яйца. А у нас чуть-чуть наоборот. Ну, ничего. Витамины, ребят, надо осенью, вот она есть. Огурцы, помидоры, лук. Когда вот все это с огорода надо есть, ну, витаминов набираться, реально. А зимой там на макаронах, там что-то на заготовках. А пока свежее, это надо есть. Это же все с огорода, только с огорода. Да, Серега? Да. Точно так, братцы, точно так. Новый чайничек, да, Сергей Витальевич? Да-да. Решили ребята выскочить, перепроверить доночки. Ну а что, как быть? Как-то надо быть. Дождь идет. Успокаивается, блин, зараза. Водочки нормально все у нас, вот барказики. Нормально. Лесвой только засыпает, конечно. Сейчас перепроверим. Время, в принципе, к налиму уже. Костерок уже тоже, ребята, подтухает. Да, он нам, в принципе-то и не нужен сегодня. Вон он, Серега. Ага. Засранец. Блин, огроменный. Оставь его на живца. Да не, куда, я же не заброшу. Я же тебе не продольник. Ой-ой-ой, тихо, брат. Давай, домой. Деда зови. Да. Вот это налим, да, Серега? Если сказать, что это налим. Да. Смотри, здесь уже в ямке, видишь? Тут уже поинтересней. Давай, добавляемся. Мне кажется, добавимся. Потому что... Ну, яма, чё. Здесь они местные, здесь эти налимчики, там они стоят. Они там живут. Ну, есть маленькие налимчики. Это радуется, значит, большие их сделали, правильно? Ну да, логично. Логично? Логично. Ты там что-то зацепил? А? Ту донку зацепил? Не? Что за вертолет? Нифига себе. Ну какая-то. Смотри, плотва. Ага. Еще и забагрилась, смотри. Ну да. А что она такая какая-то пузатая, непонятная? Толстая, да? Смотри какая. Ага. Ну, Плотва на... она какая-то непонятная что-то. Плотва на точке и, короче, этот заборилась. Давай я ее, что, садок. Уже пузо пропороли. Охренеть, блин. Сегодня погода нас застала врасплох так. Ну, нежданчиком прям. Ну, как бы, не то, что нежданчиком, как бы планировался дождь, но не думали, что такой он прям мощный будет.
Его сейчас периодически он то крополит, то не крополит. Ну, я рад, то, что уже печурка, ребята, ну, на взводе. Не знаю, прям радоваться этому или нет. Когда уже печка начинает в палатке жужжать, это уже значит скоро зима. Даже с одной стороны, как будто и скучно становится. Ну, возле печурки тоже приятно посидеть вот так. Вот как сегодня даже у нас вот так все раскидано, мы просто закинули и не хотим ничего делать реально. Сегодня не будем ничего делать. Завтра с утра беремся, да, Сергей Витальевич? Да. Наведем порядки. Здесь, если что, здесь сделаем какую-то кухню. Ну так, на крайняк. Сегодня было не до этого. А завтра там на крайняк кухню какую-то сделаем. Ну, потому что у нас газа много, у нас много приборов. Вот, и завтра вот планово по миножке. Ну, Серега покатается, может, поджигует. Там есть пару точек хороших. Окунь должен быть с одной стороны. Ну, я все-таки жирно лима. Прям специально не брал. Хотя, ну, собирался и видел спиннинг, ребята. То, что он у меня на глаза попадается, но не хотел брать его специально. Потому что хочу все-таки ждать налима. Ну, не знаю, я, может, один из поселковых, который остался вот реально таким еще заядлым налиметником. Не знаю, вот никого не вижу, никто не стоит, просто там где-то ставят, так на ночь уезжает, ну никто не ночует. А раньше вот это было модно, я не знаю, с отцом еще помню ходил и столько костров было постоянно, ну это налиметники стоят, ждут налима. А сейчас почему-то, ну, наверное, проще сейчас купить, наверное. Ну, с одной стороны, так и есть. Этот бензин, это там продукты те же, там какой-то там весь шмурдяк, вот это все, там это масло, это же все, если посчитать, ну реально сейчас проще, надо вот просто сидеть дома на печи и купить просто рыбу там. Наверное, так и было. Раньше же такого же не было. Ну, с другой стороны, это романтика. Этого многие не могут понять. Это тяжело понять, по сути. Вот. Бывает, так замотаешься на рыбалке, так бывает, так крепанет тебя рыбалка. Сколько я попадал и замерзал, и не получалось, и ломается что-то там еще, и приезжаешь домой, и весь такой просто, ты не отдохнул, а ты просто весь на взводе, потому что так очень сильно устал. Но проходит какое-то определенное время и тянет обратно. В тайгу, в лес. Это так. Сергей Витальевич? Да. Да. Так и есть. Вот и опять дождь пошел. Слышь, да, Серега? Начинает. Морох какой-то. Мороз начинает опять. Опять начинает. Ладно. Через час пойдем, проверим. Уже меньше, через 40 минут. Не знаю, что тут поели, как будто наелись, не знаю, что делать, Серега, карты будем играть? Дорога, опять хочешь остаться, нет? Не интересно. Нет, да? Понятно. Ну, как-то так. Пойдем миногу копать. Миногу? Ночью, да? Да? Ну да, чего бы нет, можно и ночью, в принципе, фонарики есть. Только желания нету, такой дождь, ребят. Палатки уже все-таки тепло. Палатки такой раскумар. Так, тепло. Да, здесь реально, здесь никак мы здесь построим. Здесь реально кумарит. То, что тепло. Ну что, ребята, 10 час, решил пройтись, прогуляться по доночкам. Опа! Серега спит. Что-то, короче, Серегу ушатало. Не знаю, по сну прям. Я, говорит, устал, что-то не знаю. В общем, посмотрим, все нормально, лодочки на месте.
Стол пришлось так оставить, блин. Ну а что поделать. Завтра вроде погода, ребят, будет налаживаться. Посмотрим. Что-то подзенькивает, ребята. Вот это что-то подзенькивает. Опа. Вроде налимчик, ребята, или окунь. Кто тут у нас? Вот он, ребята, злодей. Мелкий засранец, блин. Тихо, братик. Тихо. Тихо, 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 тихо. Опа. Давай, брат. Давай домой. Засранец. Вот тут окунь попадался. Окунь попадался. Точнее, ёрш. Ну, понту нету, ребят, сейчас крупного налима нету, так что эта тема не сработает. Мелкий налимчик, все-таки вышли они. Ждал, пока дождь закончится, но мы воду будем перезабрасывать. Фига себе, какая-то леска, ребят, выехала. Смотрите, может, прошлогодние мои обрывы здесь были. Сопляжуй небольшой. Ух ты, ребят, какая-то борода, смотрите. Вот такого бывает. Петелька такая, травинка какая-то попадает, и в общем донка вообще не заброшена была. О, жесть. Ребят, смотрите, какой налимчик. Ё-моё. Вон они, ребята. Вот они в ямке живут. Получается. Давай, братик. Не попадайся больше. Давай, брат. Газуй отсюда. Газуй домой. Какая-то рыбка, ребята. Очередной засранец. Очередной засранец. Ну вот потихоньку начинают, ребят, они выходить, конечно. Стой, 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 стой. Мелкие, конечно, блин. Засранцы. Ну это вот только признак, что только-только начинается рыбалка по налиму. Давай, брат. Вот такие змеенки там ходят. Надеюсь, нормально все. Подлещик, ребят. Ладошный такой. Подлещик. Ляпка. Ладно, отнесем садок. Ну все, ребят, перепроверил. Забыл, правда, грузила поводок. Между оборвана одна. Ну, в ямке, короче, налимчики мелкие, а здесь мелочь. Вот эта густерка, подлещик вот этот, который не секется на этот крупный крючок. Более такой налимний уже, который. А в конце 3 налимчика небольших и подлещик получается.
Темная ночь. Вообще темная. Вообще ни хрена не видать. Но ветерок, ребята, радует. Может, сейчас растащит. Хорошо будет. Завтра будет хорошо. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, ребята. Ну что, 6 утра проснулись. Вчера всю ночь херачил дождь, всю ночь, зараза. Он что-то на час прекратился и потом что-то опять, короче, вот так. 6 утра, 7 час. Вроде как без дождя, ветерок, ветрено. Спали хорошо. Серега-то вообще изумительно с 8. Я до 12, ребят, бодался. 12 часов даже. Думал, последнюю проверку сделаю и тоже отдыхать, потому что, ну, что-то дождь херачит, блин, выходить тоже, блин, как-то. Я понимаю, что сейчас нальем, рыбалка должна быть. Ну что, вчера 3 штучки мы там, 3 хвостика-то видели. Подлещик там что-то. В общем, не знаю, может еще с ночи что-то сейчас на донках висит, конечно. Не знаю, сейчас проверю. Ну, в общем, что, встаем, завтрак, дела по кордону, все остальное. Серела? Нет. Лайфхак, ребята. Готовим сковородки завтрак. Короче, по-быстрому решили лапшички завернуть. Ломай. Не, зачем? Я длину люблю. А? Длину люблю. И тушеночки туда. Нормально. Я правда не знаю, зачем Серега взял бич-пакеты с собой. Я на рыбалку не беру такое дело. Готовим же все-таки. Ладно, раздали. Что ты же знаешь, что там этот. Все. Сейчас сюда приправчиков зафигачим. Такая, ребята, жижа будет у нас. Правда, сейчас еще тушеночки туда Сергей Витальевич бомбанет. Это будет быстро, дешево и сердито. И вкусно, наверное. А что нет-то, конечно, вкусно. Перебрались на улицу. Дождь успокоился. В палатке все равно как-то не то пальто. Когда сидишь, перед тобой река, другое дело. Скоро зима, скоро залезем в палатку. Пока денечки осенние, надо наслаждаться. Да, Сергей Витальевич? Да, точно. Сейчас это туда сразу, ребята, мы. А потом водичка выкипит. И останутся макарошки у нас. О, оставь это тебе пепельницу. Вот тебе и пепельница, да. Решили пока, ребят, лапшичка у нас запаривается. Перепроверить быстренько. Ну как перепроверить? Я крючки хочу поднять. Потому что понту нету, сейчас насаживать. Будем надеяться, что найдем сегодня мы миножку. И зарядим все это дело.
Подыму чисто. Червей будем экономить на ночь. Вон кто клюет. А? Густерки клюют, видишь? Ну оставь, пусть сидит. Да зачем она мучается? Щука подойдет к берегу. Как? Хватит? Густера вот это она и жрет. Не понял. Что за хрень? Что это? Смотри, возле берега, Серега. Смотри, туда завело, блин, рыба. Прикинь. Ага. И в корягах, блин. На лодке заплывать. На лодке попробуем достать, да. Ты смотри, оттуда сюда ушел, блин. Да. И в коряге, блин. Хрена себе, это что за там таймень, блин? Да, вон тут в корягах. Вот дела, ребята, видали? 150 груз, блин. Оттуда сюда. Это что за хрень, блин? Вот дела, блин. Оттуда тут течение еще бьет. Нормально. Это сюда ушел и в корягу заперло, блин. Ё-моё, что за там кит, блин? Да, на лодке сейчас подплывем, посмотрим. Вот это страсти, ребята. Просто почти вся донка и к берегу, и в корягах там. Рыба там, не знаю, кто такая. Может, какая-то густерка взяла, щука здоровая, хапнула и поперла. Может такое быть, вон такая же. Да. Клюнула маленькая. У нас лапшичка что? Сейчас поедем в сетку посмотрим и заодно донку посмотрим. Сначала завтра. Листопад, ребята. Все, осень. Серега, листопад пошел. Да. Лист пошел. Ну все, ребята, завтракаем китайской лапши и вперед. Вот сковородки. Я, кстати, сковородки, видишь, взял с большими бортами. Ну, вообще, так-то удобно. Можно и пельмени сварить, даже и уху можно на одного сделать. Так что, кушаем. Ладно, погреемся. Полточка, Ниссанчик. Давай-ка, Серега, посмотрим. Че, он тут прям? Там, да, где-то? О, блин, нифига себе. Это как так, блин, сюда занесло, блин? Ё-моё. Жестко, да? Жесть, блин. Давай. Да, он где-то здесь. Руку только не оторви, не порежь. Не, да. Рви. Что делать? Тут и глубины-то вроде как особо-то нету, блин.
Блин, да как так-то получилось, блин, ё-моё. Вон эта ветка, блин. А? Вон ветка, блин. За ветку. Вот эта ветка. Вон береза, смотри, ходуном ходит. Блин. Приехали к сеточкам. Матросики. 30-ка у нас. Маленькая сеточка, финка. Придется через голову его. Колючки. Хорошо перелся как. Аккуратненько. Опа. О, сразу бодряк. Смотри, какие кабанчики. Толстые. Тоже придется, наверное, через голову, потому что сетка не под такую рыбу, ребятки. Ну, сейчас вроде тут на одной протащим, наверное. Стоять, стоять. Чолбанчик. На дне взял, блин. А? На дне взял. Да. Вон там еще один окунярик. Видишь, 30-ку, блин. А вот 45-ка, вот она молчит. Рыба не та, блин. Рыба не та. Рыба не та. Что-то ты от травы отдаляешься. Так я сейчас немножко вам натяжечку дам, чтобы подтянуть. Видишь, он все-таки лучше возле травы стоит, блин. А? Возле травы стоит, лучше гуляет рыбка. Возле травы. Тихо, она сюда пошла под нас. Пошло под нас. Прибыли на базу, ребята. Ну чё, 4 окуня. Ну, кушки, конечно, хорошие. Вон какие калачики. Щучка небольшая попалась. Короче, рыба не ходит, ребята. Рыбка не ходит. Да? На кордоне, ребята, порядок. Ну, короче, вот поставили 45-ку. Я думаю, так, мало ли там на подножный корм что-нибудь поймаем, ну, рыбы покушать. Вообще ни одной рыбки. А вот 30-ка, вот, пожалуйста, работает. Вот чуть-чуть ячья, ну, хотя окуни такие 45-шные, скажем. Ну, они бы и в 45-ку бы попались. Потому что через жабры вытаскивал. Ну, она маленькая, вдоль травы стояла. Вот, походу, окунь, щука там вся в траве. Ну, ни другой рыбы никакой нету, ни плотвы, ничего. Рыба не ходит, не активная. Ладно, пойдем мы проверим. Посмотрим, как по миногам. Надо кабануть миножки. Миножник есть, так что посмотрим. Ну, хоть дождя нету, ребята. Вчера погода загнала нас в палатку, вообще жесть. Сегодня хоть так, порядок. Ветерок, конечно, но
Ничего страшного. Так, ребят, ну что, попробуем ковырнуть. В общем, пойдем вверх по течению, чтобы муть утаскивала и видно было кочки. Вот такое приспособление у нас есть. Да, Сергей, покажу. Это простая вила, ребят, согнутая. Вот с такой рукояткой. Когда вода холодная. Ну-ка, Серый, продемонстрирую, как это делается. Вот, допустим, кочка. И вот цепляется. И вот таким макаром достается. Ну и опять же смотрится. Вот 2 штуки, Сергей Витальевич. Вот, ребята. Вот такая наживка. Ведро у нас маленькое. Кстати, ночью улетело, получается. Вот, давай, Серег, дальше. Здесь шиповник по всему берегу. И вот плохо, конечно, доставать. О, еще одна, Сергей Витальевич. Присутствует. Вот она. Вода холодная, немного неактивна, как бы. И вот вон еще одна. Хорошая, причем, Сергей Витальевич. Смотри, какая. Да. Мамка. Ну, не мамка, конечно. Но факт в том, что вот 2 копа небольшие. 4 штучки. Значит, кочка хорошая. Бывало такие, ребят, моменты, что и с одной кочки можно надыбать. Хорошо. О, шевельнулась. Вон она, Сергей Витальевич. 5-я. Да, слушай, надо было нам вчера с тобой вечером не полениться, да? А я что тебе говорил? А в прошлом году, помнишь, как это, блин, долго это мучились? Вот там, блядь, ни хера не было. А здесь тогда же, помнишь, мы с Илюхой в воде много ли пошевелились, а помнишь, когда скоро приволокли? Да. Давай, Серега, сюда. Ты на меня не смотри. Ты кидай, работай. Я потом сменю тебя. Я закидаю, ты потом... Не то. Да. Не то ковырнул. Есть там что-то еще, нет? Вроде нет. Не знаю. Ну вот, чтобы муть уходила, ребят, по течению, надо вот вверх подниматься. О! Что-то похожее. Не, все равно песок. Вот она более синюю глину, ребят, любит. Такой вот. Трава, чтобы была, вот корни вот такие. А вот в таком песке, вот в таком, она не живет. Это Серега сбоку. Вон, Серега, с края, попробуй. О, 11. Вот опять, ребята, прошли там. Не было. Еще одну нашли. Маленькая кочка вроде. Есть личинка, вон, малышка. Такая, ну мы ее отпустим. Такая не пойдет. Ходовой размер вот такой, ребят, идет. Ну, радует, что есть. В этом году воды нету. Так можно работать. А вот вода бы прибыла. Кочки бы залила все свежие. Еще одна. О, смотри, какая, Серега. Ага, Считай, ну что я же сказал, считай. Что, 13? Считаешь, да? Ну, если там 11. Давай, убирай корни эти. Вон она, тут была. Хвост торчал. Не, где-то... Вон она, Серега. Ага. Нормал. Опа!
Давай еще цепани такой же кустик. О, еще одна, Серега, еще одна. Вижу. Опа, есть. Замечательно. Ой. Опа. Опа, мимо. Сергей Витальевич, мимо. Так, попали. Отличный результат, ребята. Что там, Серый, 3 кочки, да, буквально, да? Ну там плюс-минус. Да. Че, мы штук 25, ребят, 30 взяли. Вообще великолепно. Вот сейчас вот эту уже наживку можно ставить днем спокойно и уже не заморачиваться и не париться, что какая-то мелочь объест. А если уже зазвенит, то уже все, или ясь, или окунь, или щука. Налим. Ну, в общем, весь хищник, ребята, уважает эту наживку. Я думал, немножко будет по-другому все, посложнее. А в этом году вот все как классно. Все прям под берегом. Можно было даже вот руками в роднях залезть и набрать. Отлично. Сейчас пойдем ставить, и Серега хочет погулять, что-то там грибов посмотреть. Да, Жареных. грибочков надо посмотреть. Жареных грибов хочет. Что, Андрей Викторович, вы что будем грибы-то собирать? Ну что, ребята, вот теперь можно и насадиться. Классно, все по плану. Давай, Сергей Витальевич, Давай. одну какую-нибудь. Ну, в общем, что, ребята, берем так какую-нибудь вот такую. Я обычно вот так беру, песочком в руку делаю, чтобы можно было держать, потому что зверюга такая. Обязательно надрываем губу, потому что без этого она зароется. Вот так, раз, половиним. И вот тут под хвостик, прям на прокол. Главное, кровь не идет, значит насадка правильная. А под водой, ребята, вот такое чудо происходит. Вот она работает, она очень мощная, крепкая, ну, такая прям, выдержка у нее хорошая. Она может 2-3 дня вот так на крючке болтаться и как бы привлекать хищника. Ну, естественно, если хищник проходит, мимо не пройдет. Единственное, то, что вот сейчас днем могут окуни потрепать. Ну, решили забросить. Погнали. Аккуратненько. Раз. Все. И все. Теперь уже все, ребят. Теперь классно. Сейчас мастер-класс покажет. Да, без очков-то он тебе покажет. Да. Давай, давай. Я вот не вижу. Я тебе говорю, вот песочком вот так сделай руку. Ага. Потому что тяжело взять такую штуку. Губу надрывай, только без фанатизма тоже. О, молодец. И под спиночку. Вот видишь, там как бы есть у него черная полоса и белая. Вот под черненькую насаживай. Палец себе не насади, Сергей Витальевич. Без очков, я понимаю, не видишь нифига. Ну а прикинь, этот спиннинг зазвенит. Считай, твоя рыба. Дай помогу, Серега. Сжимать как бы тоже ее сильно не надо мучить. Угу. Видишь, она уже такая, блин. Нормально. Молодец, Серега. Ну, другое дело, согласись. Короче, ребят, зарядили мы все на миножку. Отлично. Поедем, короче, посмотрим грибочков. Серега хочет жареных грибов. Я-то поел уже грибочков, конечно. Гоняем на Серегиной, так как я лавку вторую не взял, блин, под вечер. Давай, Сергей. В общем, там борик, ребят, на той стороне небольшой. Там дорога идет. Посмотрим там вдоль дорожки. Какой-нибудь ассорти найдем что-нибудь, какой-нибудь красноголовик, маховичок. Посмотрим. Смотрите, ребят, какая цепурка, блин, вылезла. Вот эта цепура. И что, какая она длинная. Ух, она длиннющая, блин.
Серый, смотри. Я вижу. Вот эта цепочка, блин. Я думаю, что у вас тут, блядь? Что за пристань, Пойдем, пойдем, я буду. Вылезешь? О, тут овраг, конечно, блин. Берег такой жесткий. Вот тут, Серега, да? Классно кайфовать, смотри. Вот это вид, конечно. Да, ребят, смотрите. Очень красиво. Ладно, что? Кто первый найдет, Твои тапки. тот и наливает. Поганка белая. Серый подберезовик, да? Нам сгодится. Сгодится. Вон второй. Второй. Давай соберем таких. Вон еще третий серый. Ага, вижу. На жареху, ребят, собрать. Чисто так, вкус гриба. Понятно, что как бы не по бору гуляем. В этом году, кто смотрел, блин, вот так вообще охота тихая была. Мухоморчики вон стоят. Еще стоят. Так что нам чисто так, ребят, ассорти. Есть мясо, кусок у меня. Вот, надо его сделать. И как бы добавим вкус гриба. Будет как типа жульена. Правда, не сметана, ничего, сливок, ничего такого нету. Даже майонеза. Серега говорит: Андрюха, хочу грибов. О, а вот эта тема, братское сердце. А вот эта тема, ребята. О, какой красноголовик. Говорю, найдем. Что-нибудь да найдем. На жарешку. Вот это, ребята, уже пойдет. Сергей Витальевич, смотри, какие малыши. Думаешь, живое оно? О, красавцы. Только вышли, смотри, Сергей Витальевич. О. Да я говорю, вон еще, смотри, малыш. Такого тоже забирай. Будем делать деликатес. Солнышко попадает, и вот маслята, ребят. Ну, мы по дорожке так идем сбоку немножко. Почистим, пленочку все уберем. Под шляпку режь, под шляпку. Маслят. Прям под шляпку режь. Мухоморчики. Ну, сейчас заодно сходим там. Кордон посмотрим у Васьки. Здесь недалеко кордончик. Как тут обстановка сейчас? Волнушка, ребята. А тут вроде беленькие стоят. Да, беленькие луговички. У нас будет вообще крутая сборная солянки. Серег, беленькие? Да. И вон маслята еще маленькие. Тоже собери их. Вон они, ребят. Видите, только пруд. Беленькие. Да, луговички. Вон еще маслят. Собери. Вон еще, Серега. Ага. Вон. Мухоморы, как в сказке. Прямо на дороге, ребят. Ну, мы дошли вон до кордона. Тут недалечко. Кордончик. Все нормально. Две беседочки здесь. Кордончик. Костровище здесь. Шикарно. Вот такой умывальничек здесь. Молодцы. Сделали. Привет. Красавец. Ну-ка дай перо. О. Шикарно. Держи. Ну все, ребят, идем обратно. Так, мы чуть-чуть возле дороги погулять. Что мы там? Красноголовичков, пару беленьких, немножко маслят, подберезовики. Короче, ассорти. Ну, вкусно получится. Сейчас зажарим. Нормально.
Добрались, ребят, до лагеря. В общем, что у нас получилось, Серега? Ну, жареха будет, да, нормально. Вот такие красоголовочки, маслята. Серега заниматься будет грибами, а я мяско, ребят, порубаю. Пожарим. Сейчас сделаем типа как жульенчика. Погодка-то, друзья, разыгралась. Шикарно стала погодка. И это радует. Вот что можно вот так посидеть на улице, ребят. Поготовить вкусняшек. У нас сейчас обед как раз. Приготовим, ребята. Вот собрали грибов, блин. Ну круто, что, скажите, круто. А вечером уже и рыбка у нас будет. Да, Сергей Витальевич? Отдыхаем, ребят. Просто, я не знаю. Ну так и надо отдыхать, мне кажется. Когда Андрей Викторович считал, что если по песочкам на плавной сеточкой пройти. Чего сделать? Сеткой пройти О, беленькие, ребята. Беленькие. Да, вон тут вверху. Понял? Беленькие, это вообще для души. Ну это луговые, это не боровики, Серега. Ну, какая разница. Белый он весь белый. Белый он в Африке белый. Ну да. Наливаем побольше маслица. Побольше. Вот так вот. И сейчас все будем зажаривать. Опа. Сначала грибочки. Сегодня мы их не отвариваем. Просто сразу будем зажаривать. Потом лучка, потом мясца. И все будет великолепно. Мяско филюшка у нас. Надо готовить, ребята. Так как испортится потом, блин. Жалко. Опять же, короче, будем балдеть. Аристократничать без гарнира. Да, Сергей Витальевич? Гарнир, грибы, Да? снова мясо. Ну. Кстати, нож от Русберга. Енисейка. Выручалочка моя. Что, своих грибов или еще? Что там много еще? Порядочно. О, пошел мяско, Серега. Сейчас будет. Вот это будет вкусняха, Сергей Витальевич. Ну все, ребята. Курочка с грибочками готова. Чесночочки с лучком. Сергей Витальевич, ну-ка давай пробуй. Посмотрим сейчас, что скажешь. Сначала отравишься или потом? Давай. Бомбезно. Огонь. Приятного аппетита. Да. Приятного аппетита.
Вот такой обед, ребят, у нас. Так что-то решили вот. Серега захотел грибов, что. Ну а что, курица есть как бы. Ну решили вот совместить. Сделать так в Сочи. Приятно с полезным. Погода, ребята, вообще великолепно. Правда ветер, но, блин, все равно круто. Вчера мы, конечно, тут погибали. Масленок пошел, Серега, да? Ну-ка. Отлично, да? Свеженькие-то. Только росли, уже зажарили. Не отходя от кассы. Давайте, ребята, ваше здоровье. За хорошую погоду, за осень, за трофеев. Ну, вообще, за сезон уходящего. Уходящего, да. Трофеев пока еще нет, но За надеемся. рыбалку. За рыбалку, ребята. Сергей Витальевич, давай. Будем. Пообедавшие, ребята, принято решение. Съездим, да, Сергей Витальевич? Конечно. Попробуем окунька посмотреть. Серега привел столько приманок. Я вообще, ребят, не брал. Я же вам сказал, то, что я ночной житель. Я ночной. Ну, что, надо съездить. Смотрите, погода какая, ребята. Съездим, сгоняем сейчас. Вон на 9,9 сгоняем. Прокатимся. Ну, посмотрим сейчас, что. Правда, сидушку я, ребят, не взял. Убрал сидушку. Ну, потому что один гоняю. Вещи, не вещи. Ну, как бы она мне кому-то не нужна. Блин, придется на Сереге, наверное, сгонять. А так-то все шикарно. О, шикарный строй. 2.10. И получается у нас 10:30. 10.30. О, вот это я возьму, серый. Я это попробую. Все, я на отводной пойду. Давай, готовь. Второй заряжай. Пойдем сгоняем. Немножко хочу показать, ребята, как вчера обустроились. Короче, пол я не расстилал, хотя пол здесь есть. Летний вариант. Печурочка. Вчера чай кипятили. Так вот, кучу вещей постелили. И вот, в общем, 2 спальника вот так и спали. Столик. Здесь заряжаюсь немножко. Короче, так, беспредельно, но ну, зато со вкусом. Сами знаете, что ну, заскочили, скажем так, и особо так вчера быстро-быстро сюда закидали. Ну, здесь продукты, фонарики, котелки, тут все дела. Короче, снасти. Ну, чисто этот угол так забарахлили. А так, да, в Алтае, ребят, шикарно. Шикарно вообще. Серега тоже, говорит, кайфую. Говорит, Андрюх, в твоей палатке, блин, вообще. Да здрасте, блин. Собрали пару спиннингов. Ну, Сереги, кстати, хорошие, ребят, палочки на самом деле. Вот у Серого вот такая катушка такая, смотрю, 12+1, нифига. Хорошенькая. И вот, в общем, Серый дал мне вот такую. Только единственный момент, Сергей Витальевич, надо катушку перевязать, рукоятку на другую сторону. Я этим вообще не умею. Сюда нападай. Сделай, пожалуйста. На там? Да. Сколько? Нет, сюда. В эту Нет, сторону. я говорю, по швику, сколько она там? На этом я не знаю. Я вот хочу посмотреть. Вон где-то на шпуле должно быть. Нет, на катушке 4+1. Угу. Ну, тата у тебя вообще лютая, блин. Заметили, ребят? Ходит, блин. Ладно, что, сейчас поедем, попробуем. Там коряжник классный. Вот туда хочу съездить. Сгоняем с Серегой. Якорь у нас есть. Вон у нас такой трак. Возьмем вкусной резины. Там у Сереги где-то коробка где-то была. Потом покажу. Ну, попробуем. Я на отводной там что-нибудь такое замутим. Да, Серега? О, Андрюшка, сходи-ка в палатку. Она в палатке, эта коробка. С резиной-то которая? Да. Ну. Вертушки бесполезняк, да? Без. Все на дне, Сергей Витальевич. 100%. Давай.
Ладно, что, прокатимся, ребят, там коряжничек хорошенький. Смотрите, какая погода, да, Сергей Витальевич? Просто песня. Ну, Просто песня. Он будет подальше, наверное. все, вон тут попробуем окунька помучить. Ты это... Я как Давай, давай. Вот и все. Вот и все. Вот тут сейчас окунька попробуем в корягах. В прошлый раз вот нормально было. Так, ну что, Сергей Витальевич, столько резины, блин. Сейчас не знаю прям что поставить. Сейчас что-нибудь найдем. Да, все вот такого отводной поводок у тебя, да, смотрю? Вот этот попробую. Попробую вот эту. Не знаю, под резинку подойдет, нет, блин. Под джиг точнее. В заброс или чисто это? На подергивание. Подергивание, ну как бы и на дно упущу. Не знаю, червячком таким первый раз. Такого попробуем. Опа, ушел. Хватал. Сергей Витальевич хватал окунь. Вроде как хватал окунь. И хочет, ребята, на светлые. Попробуем вот такую моторочку. Моторочка никогда не подводила, говорят. Моторочку кого? Червячка или личинку? Червячка. Конечно, на обсет надо сажать, ребят, но ладно. На джиге попадаем. Для окуня, конечно, тоже многовато такая штука. Но окунь здесь хороший должен быть. Посмотрим.
Серега? Вот, все. Угу. Ну что, попробуем, да, Сергей Витальевич? Щукаря завалить. Ну, Давай. Блин, глубоко. Серега взял щукаря. Серега взял. Что думаешь, как брать? Как брать? Я тоже не знаю пока, как брать. хорошая мамка, да? Да ничего, пойдет. Возьмешь или что сам? Давай, давай. Подожди, Серега. Не спеши. Душечка. Ага, забрал? Ну вот, ребятки. Душка, да, Серега? Ну, полторашка точно. Да, вообще, смотри, проглотила, блин. Вот и джиг. Смотрите, ребят, вообще в шахте. Смотри, Серега. Ага. Не, это я не говорю, не ага. Крючок. А, все. Смотрите, ребята, крючочек какой-то маленький здесь. Маленький крючок. Ну, вот какой-то, знаешь, 300 лет тому назад. Да, вон свежий. Свежий, да? Вон, смотри. Ага. Охренеть. Вон, ребят, что. Да, серый, пятерку. Взяли. Блин, ну да, такая добра. Вот, ребят, что такая пиявочка взяла. Короче, не знаю, кучу резинок пробовали. Вот такая штука, фиолетка сработала на джиге. Огонь. Огонь. Красава. Огонь. Не знаю, ребят, что сработало. У Сереги тут куча всякого резины. Я вообще даже не брал джиг с собой. Хотя в этом году я прям сторонник. О, блин. Покоцало немножко. Вот такой цвет, фиолетка сработала. Сейчас попробовал. На джиге, Такую не на офсете. Называется Ноеби. Наеби, да? Ну, видишь? Ну давай на этот, наебем. Ну что, друзья, нормально прокатились. Хапанули на джиг щукаря. Да. Ну чё, в общем, ближе к вечеру все дела. Все хорошо. Нормально, ребят, потягал
Вот просто, ребята. Ну, столько перестановок делал я, конечно, вообще. Я столько поменял. Я знал, что под скалой возьмет щука, и так и получилось. Бам, есть. Ну, такая хорошенькая. Хорошенькая щука. Все, что, будем ждать вечера. Будем ждать Надима. Пошел дождик моросить. Опять. Зараза. Ну да ладно. Так, ребят, ну что, дело к вечеру. Решили как бы убраться в таборе. Потому что вчера накидали так быстро и так и уснули. Сейчас уберемся, да, Сергей Витальевич? Да-да. В общем, здесь немножко уберемся. Спали места. Ну все, что, погнали. Разговоров поменьше, делов побольше. Давай. Что-то как копаемся, ребята, поклевка. Копаемся, поклевка. Да, вот на эту стащила, ребята, ее. Поклевка, походу. Классно. Да. Ух ты, блин. Вот это да. Вот это да, ребята. Ребята, все. Смотрите, взял трофея. Вот это окунь. Вот это конь. Блин, не знаю сколько. 500-600 на грамм. Вот миножка, ребята, делает вещи. Вообще конь. Вот это пойдет, ребята. Сегодня хороший вечер, да? По хищнику. Ну, какой, ребята. Че, Андрюша, есть? Да. Есть, да? Подсачек нужен? Подсачек нужен, спрашиваю. Да нет, пока не надо. Замотала тут. Голавль. Такой хороший, слышь. Смотри какой. Ага. Давай, 40 его нахрен. А, Ой, какой, ребята. Почти килограмм, блин. ага. Зазвенел, да, сразу. Да, Бам. шикарно бабахнул. Хорошие, ребята.
Сергей Витальевич, добрый вечер. Добрый вечер. Как у тебя настроение, брат? О, Потемнело, да? Скажи. то ли понять не могу. То ли в глазах, то ли на улице. Ну, вот полчаса назад еще было светло, скажи. Не полчаса, может, часов где-то. Ну да, было светло На так. минут 40 уже и все, да? Все, темень. Ну все, ребятки, да. Вот, как-то так. Че, пойдем перезабросимся? Вот такая она, тайга. Да, осень. Да, Серега? Это точно. Это точно. Головик порадовался, согласись? Ну да, головлик хороший попал. Да. У нас костерок, ребятки. Че, туда-сюда. Ну, сейчас мы пойдем с Серегой перезабросим. Да, сейчас сходим еще. Фонарик надо взять, а то он душе есть фонарик, а у меня в палатке лежит. Давай доставай, ты там привез кучу давай. Иди, давай, топай. Давай, давай. Сразу 2 бери, Серега. Зачем это? Ну я посмотрю, какие там у тебя. Ну что, ребята. В общем, что? Времечко-то уже. Телефон-то у меня там. В палатке, на зарядке. Короче, сидим, что, головальк пошумел. Забрали, короче, головаля. Ну такой под килограмм, хороший бродяга. Сегодня, короче, у меня по этому, прям по хищнику, ребят, окуня взял классного. Грамм 400, наверное, головель под килограмм. Ну и щука. Ну, кило 700 где-то так, вот где-то плюс-минус. Короче, я вообще все не отдал жизни, по сути. Я все вот погружаюсь в темноту, ребят, и что, ночуем. Пробуем. Опять же ждать. Сегодня, правда, на миногу. Сейчас делаем проход и, в принципе, все. На этом все. Если зазвенело, все. А так, классно. Сегодня дождя нету, ребят. Хотя пасмурно. Хотя вообще тучи, ну, дождя нету. Не знаю, что вам сказать вообще на самом деле. Здорово. Классно. Живем в тайге, что? В лесу. Нормально. На Лима пока нет хода, ребята. Нету хода на Лима. Подождем, что? Подождем. Ну, вроде только недавно ходили по лагерю. Было еще светло. Спустя час махом потемнело просто. Осенью, друзья, поздней осенью тем более. Светового дня становится все меньше и меньше. И в большей степени ты как бы больше времени проводишь именно в темноте, чем по светлу. Потому что светового дня становится очень мало. Как обычно, ребята, костерок, приготовили еду и монотонно ходили, проверяли донки, закидушки. Так как сегодня у нас стояла другая наживка, это минога. Переживать особо не было смысла, но был сильный ветер и много пошло листвы. Пошел листопад, и в части степени тоже он забивает крючки, и надо немножко ходить проверять. На удивление, после 9 вечера и даже на миногу, ребята, стал клевать вот этот мелкий налимчик. Крупного налима так мы и не дождались. Ходили, проверяли. Возле лагеря, возле ямы немножко он позвенел, но он был совсем мелкий. Просто с размером, можно сказать так, саму наживку. Ну, на то на рыбалка, ребят, что ты ждешь, и когда вот у тебя получается и какой-то результат выходит на плюс, ну, от этого получаешь больше, конечно, степени удовольствия. Я знаю, что у нас с налимом не так уж прям вау, и в последнее время очень стало плохо почему-то. Ну, просто многие считают, что вот посмотри Костю, там, допустим, Синисей, я так понимаю, что многие его знают, кто любит рыбалку по налиму, он тебе покажет мастер-класс. Это понятно, ребята, это просто связано с тем, что налима очень много, а у нас его очень мало. И тот же профессионал пускай приедет в другой регион и покажет мастер-класс. Вот это совсем по-другому. Ждали, ребята, до 2, до 3 ночи. Я уже
со временем там не дружил, потому что вторые сутки уже пошли. Как обычно, затопили печку, в палатке стало уютно, тепло, хорошо. И под треск печки, под треск шума с трубы огня завалились отдыхать. Вот и закончился еще один рыбацкий день. Еще одна рыбацкая ночь на кордоне. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, Андрей Викторович. Спится, конечно, вообще великолепно. Да. Как можно и спиться. Да. Ладно, что, вставать? Вставать? А? Вставать нужно, да? Завтракать. Типа того, надо как-то вставать. На рыбалку ехать. Ага. Доброе утро, страна! О, чистенькие носочки. Сегодня, Серега, чистеньких буду двигаться, понял? Чистота, говорит, залог здоровья, Сергей Витальевич. Так что как-то так. Блин, дождик бы неохота бы было. Да, вообще ни к чему. Но вчера так классно было, блин. Ну, я как бы по прогнозу, в понедельник дождь, по идее. Да. Так что сегодня может вообще целый день будем с дождем сидеть. Очень. А все любим. Ну вот, ребята. Зараза дождь. Который, блин, так он не нужен, блин, а. Только вылезли в палатке, блин, так классно. Позавтракать, блин. Сейчас доготавливаем в палатку кушать. Да, блин, если целый день дождь будет, это, блин, плохо. Серег, Это понятно. будет вообще не кайф, блин. Вообще ничего не поделать, блин. Не знаю. Налим, наверное, так и не придет.
Кто его знает. Ну, Рима такая рыба, что может прийти, а может и не прийти. Ладно, приятного аппетита. И я победил. Сегодня такая насыщенная, больше помидоров. М? Ну, помидоров много, А, чем яиц. Я-то думал 6 штук осталось. А мы вчера два-то ночью бомбили. угу, 4 осталось. угу. А 6 бы было нормального как раз. И 4 нормально. Да и 4 нормально, да? Угу. Ну и хорошо. Хорошо, когда хорошо. Да, Сергей Витальевич, сам же знаешь. конечно. Ладно, что сейчас покушаем, да, дождевики оденем, да, прокатимся. 9:30. Вот, ребята, 45-ку, блин. Первый, наверное, у нас окунек-то, блин. Не, в конце. А, да, вчера там был, да. Ну вот они, 45-шные. Они такие проскальзывают. Да-да-да. Бишь. 40, ребята. 45 уже много. Уже уже рыба не идет, блин. Вот кто-то еще был, что ли. Рядом там забутана у тебя, видишь? Вот кто-то был. Головоль. Изек, да? Изек. 30-очку, ребята. Ну. Протащишь, думаешь, нет? Ну ладно, сегодня пожарим его. Там подлещика и щучку, и вот как раз изюка пожарим. Ну что, проверили, ребят. Ну хоть 45-ка начала работать. Ну там, правда, подлещик, да, пару изенков, да? Нет, Ну это в 30-ку, да, Да. да. И что-то пару щучек, короче. 45-ку один подлещик. Ну, короче, нормально. Сегодня у нас ужин хороший будет, ребят. Да. Как-то оно так. Блин, вообще, даже сетки бы не было, даже рыбы, наверное, не было бы, получается. Что мы там первую ночь отпустили налимчиков. То, что было. Ну, вчера, правда, порадовало. Щука, Хороший окунь. полой. Головоль хороший, килограммовый, и щуку на джиг взяли. Так что, ну, штучная рыба, ребят. Но как бы не было, что, выжимаем все остатки. В общем, палим костер, дровишкой попилим. Все это в этом рационе. Погода такая. Дождь идет, блин. Вчера вот классная погода была, да. Вчера настроение было, сегодня прям нет его. Ну да ладно. Ну, 10 минут, ну, нормально хватает. Так-то по сути. Да, как будто неровно. Редуктор. Обязательно. Это не надо забывать. Ну слушай, заметил, ну, бак бензина и где-то грамм 20-30 остается на редуктор. Редуктор поменьше. Как бы.
Хотя у многих как бы этот, типа бак того, бак того. Нормал? Ага. Вот это пойдет. Чурбаны-то уже такие необъятные. Да? Чурбаны-то уже такие необъятные. Ну, да будет свет, да будет тепло, сказал монтер. Заготовили дровишек, друзья. Все нормально. Накололи, нарубили, нащепили. Пройдемся по закидушкам. Погода сегодня, да, друзья, не радует. Вчера классная погода была. Солнышко пригревало, я даже раздевался, блин. А сегодня в куртках сидим. Ладно, что, посмотрим наши закидушки. Туда-сюда. Тут вроде рыбка какая-то. Да? Нет. Лист. То и натяжение. О, пусто, Серега. Смотри, как и измолотили-то, бедолагу. А, измолотили, да. Вон остатки, смотри, Серега. Я говорю, смотри, как и измолотили. Да, вон до кишков. Это Изи так делают тоже. Неси давай. Вот, ребят, хотелось показать еще, вот есть такие с глазами зубатые, вот такие белые, тоже такие интересные особи. Они бывают кусаются. Вот такие штуки, ребята, беленькие. Серега видел таких, да, Серый? Да, да. Уже было дело, с такими сталкивались. Ну все, отлично. Перезабросили. Пускай теперь ловят, да, Серега? Хорош курить, и так воздуха нету на горах. Ну что, ребят, что? Перезабросили доночки. Ну, блин, много мертвых, кстати, было почему-то, не знаю. Из-за чего? Штук 5, наверное, точно было мертвых. Вот поеденная была вот эта. И там еще одна башка тоже отгрызана. Окунь. Мелкий ясь, вот. Тоже так делают. В общем, что, термос Серега заправил? Да. Пойдем, наверное, мы там на ямку постоим, где вчера щуку поймали. Поджигуем. А так что? Дела идут на кордоне. Они на рыбалке, ребят, время пролетает вообще незаметно. Вроде дров попилили. Это 5-10, а смотришь, уже обед. Что делали, хрен знает, блин. На работе так бы время шло, да, Серега? Бам. Летело. И домой уже, ну. Ладно. Сейчас гоняем. Попробуем. Там еще есть щука, я знаю.
тот куст, да, Серега, да? Тот куст или тот? Там такие были, как это, корни вот так закручены. Во. Вот это, да? Во. Ага, я понял. Давай постанову делаем здесь. Здесь, да? Вон. Вот это, да? Да, эти вот они, кучерявые. Я понял. Все понятно. Ну что, добрались до точки. Дождь моросит, конечно, зараза, блин. Ё-моё. Ладно, попробуем. Да, Сергей Витальевич? Ну да. Ладно. Махари дождь, ребята. Не знаю, что удастся поснимать. Сколько нам хватит вообще. Терпения тоже. Ну, тоже время такое. Выехали в обед. Так что не особо-то оно такое клевое сейчас. Попробуем, что, смотрим. О, Вот он добивал. окушарик. Сажал, смотри. А? Сожрал полностью. Да. Вот, ребята, окушок. Вот такой калачик. Ну, который у нас на сетку попадается вот такой же. Тык-тык-тык-тык. И добил, прикинь, Серега. Резина, в общем, вот такая, ребят. Зелено-желтая такая. В общем, на джиге. В общем, вот здесь бровки как раз. Вот я перевалил его. Ну, он здесь, вот, значит, и стоит. Вот такой окунек. И дождь у нас страшный. Рябчики поют, ребята. Красота. Такие раскаты. Серега что-то подустал, решил поспать. Не знаю, ребят, что, сейчас займусь делами. Что-то надо покушать приготовить. Это опять же затопил печку, чтобы Серега там не замерз в палатке. Все равно прохладно, ребят. Сегодня как бы без дождя. Ну, сейчас он закончился, но холодно. Сам что-то замерз, блин, после этого джига. Один окунь у нас. Две поклевки еще было. Одна вообще хорошая. Ба-бам! Я не успел. Резину, короче, вообще сорвала нормально так. Ну, щука там, щука. Это точно щука. В общем, что, сейчас приготовлю кушать. Пускай Серега отдыхает. А я займусь, ребят, делами. По кордону. Дров напилили нормально. Сейчас наколю сейчас дров на палатку. Здесь немножко уберусь. Потому что скоро стемнеет и все.
Уже не то пальто, как говорится. Ладно. Пускай Серега отдыхает сейчас. Закрою дверь, пускай спит. Опачки. Ну чё, треножка, давайте. Вот так вот. Сейчас, ребят, приготовим покушать что-нибудь. Отлично. Серега проснулся, не спит. Молодец. На, затирай. После дождя. Дождик, ребята, прошел. Надо стол вытереть. Ну что, Сергей Витальевич, за нас с вами, Да, за них с ними. Будем? будем, За Налима? точно. За Да. их самых За Никодим? засранцев, которые не ловятся. Да, Ничего, да? Ничего. Но то, что... Как то, что Хлебка у нас там. голыми руками, без всякого, без всего, что вот так вот, сюда и рассек между носом и головой. Просто бэм. Колуном. А, Колуном. вот этими костяшками хна и между глазом и носом разорвало. Вот. Да. Он потом, что у тебя, брат-то, каратист или что? Он такой, а ты куда? Грибит, ребята, вообще страшно. Блин, что, вот осенью, конечно, грозы еще и не попадал. В сентябре я не помню, чтобы гроза была вообще. Обычно первая гроза в мае, да, я там помню. Ну, последняя гроза, блин, что в сентябре так долбило. Да, погода вообще дурная. Сезон дурной, конечно, лето жаркое. Осень непонятная. Походу на Налима в октябре будем ловить. Где-то в ямах стоит. Раскаты слышишь? О, где-то далеко где-то ударило. Короче, гроза, нифига себе гроза, блин. Ё-моё. Держу палатку, ребята. Стихия, блин. Вообще жесть, блядь. Вот так приходится немножко держать, боимся, ребята. Если палатку подымет, все, серый, хана считай. Бля, пиздец.
Одним словом, блядь. Фу. Вот это крепит, блин, слышишь, Сергей Витальевич? Многие писали, Андрюха, промокает ли палатка вообще, как бы затекает, нет? Ну вот, такой-то здравый, ребята. Ни одного потека. Как бы не видим. Да, по печке вон побежала вода по трубе. Но это естественно. А так вот. Даже одна дверь у нас, которая вот без одного слоя, она сухая. Палатка не новая, уже такая пожженная. И солнцем, и ветром, и морозом. Ну, пропитка еще работает, не протекает. Серега держали палатку, просто думали, что вы, блин, подымет сейчас ее. Жесть. Вот почему надо утягиваться, ребята. Такой нежданчик, как придет, и все. И хана. Блин, гремит, просто гремит. Я вообще в шоке. Посмотреть, ребята, хоть как дела, блин. Лодки на месте, на месте. Вот это, конечно, крепаново, блин. Ё-моё, блин. Весь лист сорвало. Все лодки в листве, ребята. Это что творилось-то, блин? Вообще жесть. Ужас. В целом, Серега, как у тебя настроение? Расскажи. Настроение хорошее. На природе отдыхаем. Кстати, по прошлому году, вот кто на канале, ребят, давно, наверное, в курсе этой темы, серия «Разъясни ситуацию». Было много комментариев, то, что как будто мы с тобой тут не поладили. Да, все у нас, все ладненько. Никаких этих разногласий не было, не знаю. Кому там что привиделось, показалось. Тоже, да, вот такая ситуация, да? Вот как бы, блин. Ты же потом ко мне весной приехал, правильно? Мне кажется, если бы что-то у нас такое с тобой непорядок был бы, ты, наверное, ко мне бы не приехал просто, да и все. Понятно. Так что, ребят, мне кажется, эту тему закрыли. В прошлый раз просто что-то не получилось. Как-то доказать, что ли, там, я не знаю. Да я и говорю, я не могу просто понять был. А что доказывать? Того, Так. чего нет. Ну вот, я и говорю, я просто сам не знаю. Ну, если бы там какой-то момент был. Да даже я видео монтирую, я бы даже, допустим, такого бы и не вставил бы в кадр, как бы, знаешь, ну, а тут просто вообще жесть. Я не знаю, кому что не понравилось. В общем, ребят, кто старый зритель, тут в теме, тот знает, наверное. Так что все нормально у нас с Сергеем Витальевичем. У нас ровненько. Все четенько у нас. Картошка режется. Вот надо, конечно, поджопник Сергею Витальевичу дать Ну, за такую резку. Чистку. чистку. Чистку, точнее, да. Зарезку тут вопросов нет. Да, зарезку. Как же Андрюша для себя это? Ну я же, ну, Похулит. ну, сам себя не полюбишь, никто не полюбит, Сергей Да. Витальевич, сам же Сам знаешь. себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, так что нормально все. О, сейчас картохи нажарим с тушеночкой, хлопанем, да, отдыхать будем. Ну, а когда посмотрю, сосрано, да? Угу. О, блядь, чудо, блядь. Да. Так у тебя фонарик, помнишь, был с музыкой, блядь? Ну, так что, он есть. Он уже никуда не делся. Да. Сзади, короче, колонка и музыка еще играет. Да. Нормально, блин. Давай за тушенкой, Сергей Витальевич. Ну, я, знаешь, по ножам, как бы сказать,
по той фанатею. И вот фонари меня тоже, ну, Радует, да? да, радуют. Ну да, у тебя тоже каких только нет. Вон, ребят, смотрите, вот какая-то люстра вот у Сереги, вот там вот светим. У меня уже, кстати, потух, потому что 2 дня мы его не включали вообще. Арматек у меня тоже подсдох. Но у меня есть еще Феникс. Ну и у нас аккумулятор, как бы вот так, на резерв. Так что, Что-то горел, похоже. думаешь? Не думаю. Я татарин, не татарин. Человек простой. С виду я обычный парень с русской душой. Та-да-та-да. Как татары, слышишь? Как мусульмане на полу кушаем. Ну давай, Сергей Витальевич. Твое здоровье. Хорошо, приезжаешь ко мне. Не забывай старичка. Вот заеба, старичка. Что так, как съедобно? Съедобно? Да. Ну давай, будем. Опять, ребята, ветер поднялся. Ну разнесло, блин, ё-моё. Немножко постреляю, вышел. Хрен знает, после дождя, может, пойду, зверь какой. Так, пару выстрелов надо сделать по-любому. Да, Сергей Витальевич? Обязательно надо сделать. Так что как-то так. Доброе утро, ребята. Ну что, 4-й день в тайге, ребята. У нас сборы. Сегодня уезжаем домой. Совсем недавно проснулись, а как легли очень поздно, да, Серега? Да. В 3, наверное, мы где-то рубанулись. 3-4. 3-4. В общем, как заезд, как и сборы, ребята, это такой день, ну, тяжеловатенький, так скажем. Потому что надо все собрать, все разложить. Вот. Немножко дали, чтобы палатка просохла. Такой ветрище, ребята, хрен знает. Надует что-то сегодня по-любому. Потихоньку начинаем паковать вещи. Все по местам. Все складываем. Ну вот печурку, ребята, высыпаю. Все уже. Уже без печки в тайгу уже никак. Уже надо. Хотя вчера, блин, такая гроза была, что я в шоке был. Погода, конечно, издевается. Вчера, Серега, палатку держали, да? Я думал, блин, сейчас вынесет, блин. Страшно было, страшно, я согласен. Но это было что-то с чем-то, блин. Ну, вроде как справилась. Нормально. Да, так. Я, конечно, немножко сам испугался, блин. Да, ты что, по ходуном заходила, печка запрыгала, ёп. Да. Это точно, блин. Все, Серега? Все? Да-да. Давай. Вот это да. Ребят, какая-то рыба походу. А что не снесло? Что не снесло? Походу какая-то рыбка идет. Налим. А, тут вторая донка, ребята. Вот вчера в бурю, блин, бедолага клювал. Это ту донку аж зацепило. Черный ямочный, ребята, местный. Налимчик попался. Сматываем доночки. А что мы вчера
просто тупо не выходили, потому что, блин, не было вариантов выйти. Смотрите, ребят, как замыло все. Это от дождя, от стихии вчерашней. Налимчик. Придется забрать. О, ребята, не выдержал вчера натиска. Все, развалился полностью. Надо будет что-то делать, что-то химичить. Жалко, блин. Ну ладно, чё. Кто-то листвы мне нахерачило, блин. Столько листа, говорю, нахерачило, блин. Сейчас помоем. Нормально все будет. Ну все, ребята, лодки помыли, таскаем вещи. В общем, у нас результат. Он скромен, но он есть. Чего? Согнуло? А кто согнул? А? Кто согнул? Ветром, наверное, что-то. Ветром, да? Какой поэт будет. Вот это, ребята, дела. Аж, короче, садки загнуло все. Ну так, что, ловчик-то есть, ребят, что. Вон ведро давал, спам. Рыбка вся живая, да, Серега? Нормально. Рыбку сохранили, ребят, хорошо. Ну что, ребят, вот наш улов, Сергей Витальевич. Ну да. Бонусом голавлик килограммовый. Явно есть, да, Серега? Под килограмм, грамм 800 точно. Щукарь, глушка. И бродяга окунь. Ну, из трофеев я имею в виду. Да. Такой окунек. Опа! Ну, Стоять, вот. стоять. Ну, в общем, вот так, ребят. По хищнику, по хищнику. Налима нету. Ждали налима, а налима нету. Вон дровишек, ребят, сколько осталось. На целую рыбалку. Так, ну здесь все порядок. Вроде все хорошо. Все собрали. Не бычочка. Все за нами красиво. Дрова вот убираем. Сюда и отлично. Все, ребят, даже с костра банки, которые кидали, завозим домой. Это, мне кажется, нужно так делать. Все, братцы, лодки загружены. Все у нас. Спуск до дома. Опять же по перекатам там барахтаться будем. Ну что, 4-дневной рыбалки подходит к концу, Сергей Витальевич. По рыбке сами все видели. Налим еще не идет. Вообще не показывают. А так, ну что-то поймали, наковыряли. Классно отдохнули, да, и в бурю попали, и в дождь, и непогоду, и денечек хороший был у нас. Покушали грибочков там туда-сюда. Шикарно. Что скажешь, Сергей Витальевич? Хорошо отдохнули. Отдохнули, да, великолепно. Вообще. Пожили в лесу. Блин, это такая хорошая разгрузка. В общем, как-то так, ребят. Будем прощаться. Не знаю. Старые рыбаки сказали: Андрюха, на 2 недели налим будет опаздывать, так что не спеши. Ну, походу, так и будет. Воды нету, налима нету.
до сих пор стоит где-то, ждет. Ладно, братцы, давайте увидимся. Спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, удачи и пока. Спасибо, место. Спасибо, местечко. Все было как обычно, круто, по-своему. Греемся. Греемся и вперед. Погнали!